одно недоброе сказанное слово, недобрый взгляд у него оставит след до конца его пребывания в республике. Некомпетентные люди у нас часто управляют ресторанами. Ман официант мешал, ман горничный мешал корми кунам, хизматкар мегардам. Насколько сервис был в то время лучше, чем сейчас? Зимой и летом, под дождем, под снегом, в жару и холод ты должен работать. Про вашу школу фактически 90% наши коллеги не знают. Нужна поддержка. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. У нас очередной подкаст Хорика, где мы приглашаем экспертов ресторанного гостиничного бизнеса. Сегодня у нас уважаемый гость Туйгун Баирович Каримов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сооснователь Ассоциации ресторанного и гостиничного бизнеса. Также Туйгун Баирович долго работал в государственно-политической сфере. Да, партийной сфере. Добро пожаловать. Как вот вы раньше занимались политикой, государственной деятельностью, как я в курсе, по-моему, вы были секретарем Компартии Республики Таджикистан, да? Если не ошибаюсь. Да, последние годы, да. Можете чуть-чуть рассказать о себе, о своем пути и как вы пришли к нашей сфере? Это надо долго ворошить всю жизнь. Вы знаете, когда я учился в Москве, там много очень связей было. Как внутри Советского Союза, много выездов было за границу. Видел сервис, видел отношения людей. Вольно-невольно хотелось, чтобы вот те достижения, которые были там, они были бы у нас. Хотя в этой сфере уже были хорошие подвижки, была большая всесоюзная организация «Интурист», при ней работали гостиницы, рестораны. Это был в то время высший класс приема и обслуживания. Но все это прошло. И время, вероятно, подошло, когда уже я ушел с партийной работы. Меня все-таки влекло в эту сферу работы с молодежью, потому что я пришел на партийную сферу с преподавательской работы. Хотелось как-то найти ту точку соприкосновения, чтобы заинтересовать ребят, заниматься и как-то вовлечь их в эту сферу. Вы прекрасно знаете, что сфера обслуживания у нас вообще она не очень котировалась. Особенно, я бы сказал, у нас в Таджикистане сфера обслуживания, она когда была задвинута, хотя в этой сфере работали очень знаменитые люди, сфера, которая давала очень много для имиджа республики, она принимала многих гостей из разных стран. И рестораны, которые работали в советское время, хотя бы возьмем тот гостиничный комплекс «Таджикистан», он ставился на весь Советский Союз. Потому что там работали профессионалы, работали люди, которые отдавали себя этой работе и готовили для работы в этой сфере людей, особенно молодых ребят. Но с распадом Советского Союза это все отошло. Все распалось, специалисты уехали. И мы, по сути, оказались одни. Мы тогда, в 2006 году, подумали, что надо как-то вот эту сферу возрождать, потому что хочешь, не хочешь, человек, если живет в данной стране, минимум раз в неделю пойдет в ресторан. Раз в неделю, а то, может быть, и чаще. А в других точках питания можно говорить, он уходит почаще. Любой иностранец, который приезжает к нам в страну, он обязательно 3 раза в день минимум он обязательно побудет в этих предприятиях, посмотрит. И, по сути, эти предприятия общественного питания и гостеприимства, они лицо и имидж государства, нации. Встречаются они с людьми, которые непосредственно обслуживают. Я каждый раз, когда встречаюсь с людьми, которые работают в этой сфере, я, кроме этого, еще являюсь преподавателем Таджикско-Российского славянского университета, там веду несколько курсов по туризму, вольно-невольно приходится сравнивать и рассказывать им обо всем этом и говорить, что, ребята, мнение человека складывается из того, как он окажется на борту таджикского самолета. И как он спустится на таджикскую землю, и первая встреча с пограничниками, таможней, а потом дальше трансфер идет такси, встреча в гостинице, и первый прием пищи, он в первые же часы уже у него сложилось общее мнение.
если его принять достойно, если показать наше гостеприимство и нашу доброту, наше желание встречать гостей, видеть гостей больше у себя, у него останется очень хорошее впечатление. Но если этого не будет, одно недоброе сказанное слово, недобрый взгляд у него оставит след до конца его пребывания в республике. И мы подумали, что в таких условиях, когда сложилось тогда, надо готовить ребят. Мы организовали школу туризма и решили, что надо подобрать туда людей, которые могут работать и могут воспитывать. Мы дали объявление в 8 газетах, я помню, по телевидению, радио объявили. Других специалистов мы нашли и пригласили их, сказали, что мы вот открываем эту школу, и нам нужно готовить ребят. Не только для того, чтобы они могли у себя принимать гостей, но работать в тех точках, которые сейчас у нас начали в то время развиваться, гостиницы, рестораны, бары, кафе. Я очень рад, что мы нашли общий язык и начали работать. К сожалению, получилось так, что вот эти объявления в газетах и телевидении дали направление ребятам приходить к нам в офис. Они приходили к нам, и мы объясняли, что за работа такая. И вот это отношение, знаете, вот я говорил о менталитете. Молодые ребята, ман официант мешал, ман горничный мешал кормить к нам, хизматкарам гордам. Мы говорим, ребята, это не служба, кому-то не служите вы обслуживаете. И хизматрасони, это подажится мехмон-навози, прием и обслуживание гостей. Мы говорим, что у нас богатые традиции. Мы, к сожалению, в последнее время растеряли, и мы должны это возродить. А потом, как ты считаешь, говорим, каждому, по сути, приходилось говорить, как ты считаешь, оканчиваешь вузы или школу, устраиваешься на работу, где ты устраиваешься? Специальности никакой? Самое распространенное – это стройка, ремонты домов, машин, велосипедов, мотоциклов. А если в то время открылась большая миграция в Россию, и куда на стройки? Зимой и летом, под дождем, под снегом, в жару и холод ты должен работать. А ты здесь получаешь специальность и будешь работать в таком заведении, когда любой человек заходит, а гости 3 раза заходят в день. Ты одет, обут, притом одет ты красиво. Ты научишься принимать гостей и обслуживать. И по тебе гости будут судить, каков наш народ, какова наша страна. Для тебя открываются большие возможности знакомиться. Ты углубишься в эту профессию, тебе это очень понравится, поверь, и ты дальше пойдешь учиться. Мы даем тебе только начальное, профессиональное образование, чтобы ты понял, что за работа. А когда ты научишься обслуживать, ты поймешь, насколько это прекрасная работа предоставлять удовольствие человеку, который пришел к тебе в гости. А в сфере обслуживания любой человек, который приходит к тебе, это гость. Вот с этого мы начали, по сути дела, нашу работу. Вы рассказывали о том, что как воспринимают наши люди об сфере обслуживания, чувствуя себя, как, если грубо сказать, себя рабом. А вы не изучали, почему общество к этому относится как к прислуге? Оно не было престижным, потому что, во-первых, мало было этих предприятий, гостиниц и ресторанов. Надо признать, в советское время их было мало. И потом наш народ как-то привык все время питаться у себя дома. Это одна из причин. Второе, что мы не пропагандировали эту сферу обслуживания и людей, которые работают в этой сфере. Ребята не знают. Видите, вот в одно время очень много было молодых ребят, которые оканчивали школу и хотели поступать в высшее учебное заведение. Какие были тогда? Вот я по этапам могу сказать. Первые были, это вот чуть ли не анекдотичный случай, когда пришел абитуриент сдавать документы в Политехнический институт, тогда институтом был, и говорит, молодой человек, какой факультет вы избрали? Какой факультет вы избрали? Он говорит, ГАИ. Говорит, у нас такого факультета нету. А я хочу быть гаишником. Почему? Ну, это престижно, я буду стоять жезлом, и меня будут слушаться. Люди будут подчиняться. Будут подчиняться, и заработок хороший у них. А может, сама пропаганда должна была путем общества идти там, или СМИ, государство должно было это создавать.
Я думаю, что путь вот к этому развитию или статус поднятия вот работников сферы, создавать какие-то сериалы, может, статус как-то надо было поднять. Я еще раз хочу сказать, что у нас этих предприятий было мало, и почему-то не обращали большого внимания этой сфере. И, по сути, кадров-то мы для этой сферы вообще нигде не готовили. Сфера туризма, казалось бы, она раскрывает, является локомотивом для, кто считает, для 50 отраслей, а кто и больше. Сфера туризма. А у нас туристам подготовиться, проучиться у нас в республике невозможно было. Да и в Советском Союзе таких вузов было единицы, которые готовили специалистов для сферы туризма и гостеприимства. Поэтому и особо и не распространялись. Много часто я слышу о том, что говорят, что вот какое-то время там была война, мы остались одни. Я тоже уже давно работаю в этой сфере. Поверьте, мне кажется, что в 2000-х годах, вот до 2005 до 2007 года, официанты были более профессиональны, чем сейчас. Или мне так кажется, или я в то время сам не так много знал, может, я не так оценивал, но для меня всегда казалось, что официанты – это те люди, те, которые, например, профессионально относятся к своей работе. Может, из-за того, что немного точек было в ресторане? С одной стороны, это правда, потому что было мало точек мало этих предприятий. С одной стороны, потом, если вы помните, в этой сфере всегда работали люди среднего возраста. Молодых ребят не было там. Да. Да. Молодые пошли после 2000-х. 2010-2009. Да, пошли ребята только после 2000-х и начали обучаться этому делу. Увидели, что это, оказывается, престижно, что это хороший заработок дает, и потом открывает тебе дорогу в мир. Можешь уехать в любую страну, научиться обслуживать, можешь ехать в другую страну. Это тоже как-то стало привлекательным. Какое-то время, я помню, в 2005 году было такое время, с 2000 по 2007 году я здесь работал в премиум-сегменте, и я удивлялся, я ходил по ресторанам, я собирал для себя команду, потому что я хотел создать крутую команду, и меня удивляло в то время, как официанты могли один банкет обслужить одна официантка, и она знала, кому что подать. Вот сейчас берут, тупо записывают, и то ошибаются. Некоторых говорят, я хочу без чеснока, кто-то говорит, я без майонеза. Они даже записывая, они не запоминают. На самом деле, я думаю, что статус официанта стал ниже, или заработок стал меньше. В чем вот эти проблемы, как можно решать в данный момент? Статус официанта не стал меньше, он востребован. Когда мы начали готовить ребят для сферы обслуживания, мы пришли к такому мнению, что, в принципе, ребята хотят учиться, хотят работать. Но главный вопрос в том, что руководители этих предприятий не готовы работать с людьми подготовленными. Им намного легче брать с улицы, не надо оформлять на работу, платить не обязательно хорошие деньги. Когда не понравится, можно его выгнать. Это как классика. Сначала надо обучить руководителей ресторанов, так думаю, да, чтобы они могли понять. Но вы сейчас замечаете, что про вашу школу фактически 90% наши коллеги не знают. Я когда говорю, что у нас есть школа сервиса, где обучают, где дают сертификат, школа поваров, по-моему, у вас тоже есть. Мои повара у вас как раз учились, мои официанты у вас учились. Но мало информации об этом. Вы правы, для того, чтобы давать хорошую информацию и пропагандировать школу, одного нашего желания мало. Наша школа это создана на общественных началах. Это общественная организация, Центр развития и поддержки профессионального обучения. Мы просто по своей инициативе ее открыли. Помещение арендуем. Арендаторы, вы знаете, какие устанавливают цены. Вот уже 17 лет мы работаем, и оплачивают ребята сами за обучение на наших курсах, которые приходят к нам непосредственно в офис. Они платят за обучение, и, вы знаете, доходы семьи какие, чтобы оплатить молодому человеку обучение. Хотя эти 5 недель, которые надо проучиться, надо платить, и у многих этих возможностей нету. Другое дело, когда это поставить на такую точку, которая
какой-то мере взяла бы себя на расходы сами руководители этих предприятий. И, кстати, на это решение мы вышли в 2010 году, когда была встреча с президентом республики Эмомали Шариповичем. Я им рассказал о том, что представляет наша школа, что это первая школа, которая готовила ребят для сферы обслуживания. По 11 направлениям готовили. Это ресторанное дело, гостиничный бизнес, это готовили для поваров, готовили. Даже мы открыли курсы для домохозяек, домоводства. В городе была встреча с активом города, и председатель города Мама Саидов, я выступил, сказал, какие проблемы в этой сфере существуют. Он сказал: а почему бы вам не взять на себя эту проблему и решать? Я говорю, мы решаем проблему, но мы не можем ее решить без вашей помощи. Потому что мы работаем с низовым уровнем ребят, приглашаем, работаем, отправляем работу туда, но сами руководители не готовы. Тогда давайте, говорит, будем обучать. Я говорю, хорошо, давайте будем обучать. Только вы мне дайте неделю, я вам подготовлю программу для руководителей предприятий общественного питания и гостеприимства, торговли, все было. Я дам программу, посмотрите, одобрите, будем готовить. Я дал ему программу. Программа была составлена, я думаю, в то время как раз по тем злободневным вопросам, которые касались этой сферы обслуживания. Это мы изучали все законы и постановления правительства, касающиеся этой сферы, все инструктивные документы. И сказал, что все службы города, руководители служб города, работники служб должны приходить на эти курсы, встречаться с руководителями предприятий и от них услышать вопросы, которые касаются их, и отвечать на них. А не просто идти проверять, как проверяющая организация. Вы знаете, это было очень хорошо принято, и первое занятие у нас было проведено в районе Шох-Мансур. Все зампредседатели пришли районов, участвовали. Очень здорово было. Мы где-то года 2-3 поработали, с 2014 года, считайте, и потом пошло это почему-то на убыль. Контроля не было. Кстати, тот закон, который принял, говорил о торговле бытовом обслуживании, он принят, там четко все расписано, кто что должен делать. Какие требования к работникам этой сферы. Но там, я думаю, не было там самого главного. Какое министерство и какое ведомство отвечает за выполнение этого закона? Понимаете? Тот Таджик-стандарт руководил этим, принимал, проверял, выдавал с ним это разрешение. Потом Министерство экономики начало заниматься. Кстати, и Министерство экономики тоже интересное было. Они пригласили меня, вот мы создаем рабочую группу по реализации этого закона. Очень хорошо. 2 раза собирались, я им высказал все замечания, которые должны быть. Вы выезжаете по районам, возьмите кого-нибудь из ассоциаций или из нашей школы, мы поедем, будем рассказывать, и там организовывать курсы. Не было бы лучше, наш отрасль, подшефство взял бы комитет туризма. В системе не лучше ли бы нас в опекунство взял бы Министерство туризма и начал бы лоббировать наши интересы? Хуже всего, когда есть организация, которая вас контролирует. Не дай бог, чтобы возникла такая организация, которой мы бы подчинялись. В Соединенных Штатах существует 100 тысяч ассоциаций. И каждая из них работает на том уровне, на котором согласилось государство. Вот были в Чикаго. Встретились мы с ассоциацией рестораторов Чикаго. Они начинают нас знакомиться с работой и говорят, конкурсы всякие, ярмарки всякие, все, что происходит в городе, это наша забота. Совет Чикаго нас приглашает и говорит, вот такое мероприятие, как вы считаете? Все мы берем на себя, мы все проводим, говорит. Это, как вам сказать, я не говорю, что это контрольная организация, это на самом вот школа развития сервиса, это сегодняшняя школа, завтрашнее развитие туризма. Я об этом говорю. Если сфера туризма хочет развиваться, они должны опекать, как бы поддерживать и сотрудничать с ассоциациями и обществами, которые занимаются сервисом. Вы знаете, комитет по туризму только становится на ноги. За последний год, 1,5, может быть, почти все работники поменялись, почти все. Все молодые ребята пришли с университетских, с институтских скамьев. И что они там могут сейчас посоветовать этой отрасли?
Дай бог им заниматься только сферой туризма, развивать туризм. Но не туризм ли, вот гостиничный, ресторанный бизнес, это не основа ли туризма? Нет, это часть туризма, часть, которая входит, естественно, в сферу туризма, она обслуживает туризм, но она не может быть подчиненной туризму. Она делает услуги, которые непосредственно должны оказываться туристам, которые приезжают. Турист приезжает не только же пожить в гостинице и покушать. Например, если у меня ресторан, если я хочу, чтобы она развилась, я начну обучать своих сотрудников. Мне приходится самому, мне бы легче было бы нанять профессионала или отправить в профессиональную школу, или обучались. Сама туризм, она бы тоже обратилась бы к вам, в ассоциацию, в школу, чтобы они поддерживали само вот это общество, или вот опекали. Я не говорю о управлении или какие-то решения. Просто вы знаете, в нашей сфере, в нашей отрасли нет опекунов, да. Мы, например, все сами с собой, да, с нами что хотят, то и делают. Кто хочет, у каждого своя управа. Мы всегда остаемся сами со своими проблемами. От наших коллег тоже много проблем. Всегда пытаемся уйти в себя и прятаться. Не знаю почему, насколько это будет эффективно к развитию. Вот вы сколько лет работали в ассоциации? Сколько людей к вам подошло? Вот это вы мне скажите. Спасибо. Здесь я еще раз против того, чтобы ассоциации кому-то подчинялись. Эти рестораны собираются добровольно в это объединение ассоциаций и решают сами свои проблемы. Государство только должно помогать. После вас еще кто-то создал ассоциацию, я так сильно не информирован. Почему мало работает люди, подходят к ассоциации? Вот в чем проблема? Вот у нас многие зрители, это в основном нас думают, что смотрят профессионалы ресторан нашей отрасли, рестораторы, и те, которые хотят открыть рестораны, и те, которые работают в этой сфере. В чем проблема, что вот за это 16 лет особо вас многие не знают? Мы работали очень хорошо. Первые годы очень было хорошо к нам. Вот даже скажу, что членом ассоциации был гостиница «Хаят», генеральный менеджер строительства Греппо Мэтью. Он приходил к нам на занятия, участвовал, потом отбирал себе людей от наших выпускников, доучивал у себя или отправлял куда-нибудь на стажировки. И там через него очень много выросло таких людей, которые действительно хотят работать в этой сфере. Теперь те рестораны, руководители, которые хотят работать нормально, качественно обслуживать гостей, обслуживать гостей, они по 3 раза к нам обращались, чтобы обучили. Это ресторан «Бухтарион», ресторан «Форель», ресторан «Шарбат». И вот 2-й раз обращался к нам этот ресторан «Бхоро». Еще там они обращались к нам. Сейчас около 30, которые мы раньше собирали ребят у себя в офисе и формировали курсы. Мы сейчас перешли на новую форму корпоративного обучения. Наши преподаватели идут непосредственно на предприятие, и там они договариваются по времени, которое время есть, или утром, или вот перерыв с 3 до 5. Мы проводим занятия на месте и обучаем их. Они ищут нас, они приглашают нас. Вот этот ресторан «Анзур», вот только что я закончил с Рустамом Асроровичем, другими закончили занятия. Когда люди хотят, они идут. Не знают они. Вот самая проблема то, что люди не информированы. Хорошо, позапрошлом году мы с вами собирались, Рустам Асрорович, с вами и нашими специалистами, юристом, представителем налоговой службы, специалистом по бухгалтерскому учету, да, мы собирали же. Да. 2 раза собирали, ребятам объясняли. Мы готовы вам бесплатно оказать помощь. Я помню. Да, мы готовы оказать. Вы хотите сейчас стать, это дело ваше, но когда вы получите от нас эту помощь, когда поднимем вашу работу, тогда подумайте, хотите вы стать членом ассоциации или нет. 2 человека подали заявление, остальные почему-то не подали. Почему? Я помню, на 2-е совещание пришли только 5 человек. 4-5 человек. Первый раз где-то около 20 или больше было, да. 30 человек было. Вот это были первые лица. Это первые лица. Но самое интересное, вот
Меня удивляет вот эти первые лица, те, которые туда приходили, мы с ними разговаривали. Мы, опять-таки, если помните, организатором этого мероприятия выступал я. Да. Мы говорили, что подходили проблемы, мы эти проблемы должны были решать. Эти проблемы стали нерешенные, и эти проблемы сейчас к ним пришло. Сейчас они думают, почему в то время мы вас не послушали. Об этом я с ними недавно, несколько из них мне звонили, я об этом говорил. Но, к сожалению, у нас, вот вы, дорогие зрители, опять-таки, Туйгун Байырович еще раз доказал о том, что некомпетентные люди у нас часто управляют ресторанами. И, к сожалению, вот тот подарок, который создали Рустам Асрорович и Туйгун Байырович, уже 18 лет существует. Многие не знают. Появились другие ассоциации, наверное, они, не знаю, опять-таки не имею много информации, но ассоциация, я считаю, что это та группа людей, те, которые эксперты в этой сфере. Насколько сейчас у нас сервис в гостиницах улучшилось за последние годы или ухудшилось? С ресторанами понятно, мы медленно идем, но слишком медленно. 16, это будет 10 лет назад, вот я издал 2 книги, 2 учебных пособия. «Гостиничный бизнес» и «Ресторанное дело». Эти учебные пособия стали учебным пособием сейчас для вузов республики. Они по ним занимаются. Я сам, в случае, провожу занятия на основе этих учебников. Если я спрошу любого руководителя гостиницы или ресторана, вы хоть в глаза, не читать, ладно, вы в глаза хоть видели эту книгу? Скажут нет, не видели. Она есть в библиотеках, она есть в вузах. Насколько руководители заинтересованы в том, чтобы знать положение этой сферы, что нового в этой сфере есть и что можно перенять, понимаете? Я понимаю, это учебное пособие, это уже время определенно прошло, но это первое учебное пособие в республике. Больше, насколько я знаю, они по этим вопросам конкретно мне не издавались. Состояние гостиниц все больше и больше. Я бы сказал, с другой стороны, подойти к этому вопросу. Около 30 вузов у нас сейчас готовят специалистов в сфере туризма. Ваша любимая тема туризм, да? Готовят в сфере туризма. Куда? У них есть набор? Я так думаю, я прошлый год просто слышал, что у них вообще одна кафедра, вообще ни одного поступления было. Вроде. Не знаю, пока существуют они, понимаете, принимают они людей. То есть мы, еще раз возвращаясь к тому, что мы готовим специалистов высшего звена, бакалавров, магистров. А кто будет готовить обслуживающий персонал? Вот 16 лет, 17 лет, так вот наша школа. Лицей один есть, который дает среднее специальное образование, лицей около Нагорной, да, там есть лицей, и этот частный лицей открылся в Ахдате. Все. Готовят они обслуживающий персонал. Ведь большинство людей на обслуживании. Руководитель раз-два и обчелся в гостиницах и в ресторанах. Надо за гостями смотреть, их обслуживать. А кто их готовит? Общая специальность турист в сфере гостеприимства и сервиса, турист в сфере менеджер туризма. В общем, в любом случае это связано с туризмом. А сказать, что они специализировались бы, я вот на всех конференциях, которые встречи проводятся, я всегда говорю, ребята, за границей принято вот такое правило. Пока ребята учатся, они стараются в эту сферу войти со всех сторон. Любую возможность попасть на работу или какие-то курсы пройти, получить сертификат, чтобы можно было работать. Так как я вот услышал ваш ответ, значит, и в сфере гостиничного бизнеса тоже есть проблемы. Вот на ваш взгляд, какое решение должен быть в гостиничном бизнесе и в ресторанном бизнесе, в общем сервисе? Но для меня как-то кажется, что это все одна из опор туризма, как вы правильно заметили. Я не знаю, мы всегда в поисках какого-то опеки. Что мы должны сделать?
какое лекарство мы должны изобрести? Кто должен этим заниматься? Ваше видение решения естественно, должна быть роль властей. Роль Хукумата, в данном случае города Душанбе, она очень большая. Понимаете, как-то раньше у нас очень тесное сотрудничество было и с Хукуматом, и мы, если сертификат вы видели, заметили там, что мы с 2007 года готовим и выдаем сертификат под эгидой 3 организаций. Таджикстандарт, Ассоциация рестораторов и ательеров и наша школа. Школа гостеприимства. 3 печати, 3 подписи со знаком Таджикстандарта. Сертификат признается во всех уголках мира. Я знаю, что работают очень много ребят, даже до Америки работают. В России, Казахстане, Турции ребята работают. То есть школа признана, школа действует. Нужна поддержка. То есть, опять возвращаясь к этому закону. Закон с 2013 года действует, который запрещает работать в сфере обслуживания людей, которые не подготовлены для работы в этой сфере и не подтверждены их знания отдельным документом, свидетельством или сертификат, уже не говоря о высшем образовании. У нас до сих пор никто же не проверяет их. А по-вашему, кто должен это контролировать? Если государство издало закон, пусть государство и проверяет его. Надзорные органы? Они же, закон же всегда... Госстандарт, я так думаю. Я и говорю, госстандарт не занимается этим законом. И Министерство культуры, экономики не занимается. Я не знаю сейчас, кто этим занимается. Мы раньше проводили Таджикстандарт, Ассоциация рестораторов, наша школа, приглашали эти международные организации, проводили совещания, конференции по проблемам сферы обслуживания. Но уже давно, лет 10, мы вообще ничего не проводим. Ну, этот вопрос, я думаю, что закроем. Думаю, что ваши высказывания дойдут до тех ушей, кому надо. Я недавно даже встречался с сотрудниками Хукумата, молодые ребята, они очень продвинуты, они целеустремлены, у них глаза горят, они хотят что-то поменять именно в сфере туризма. Теперь профессионально такой вопрос. Ваше решение, это ясно, коротко, ясно вы ответили. Вы проводите, ухожу в другую тему, вы проводите ежегодно ресторан года. По каким критериям вы выбираете? В 2018 году Хукумат города обратился к нам в ассоциацию и в наш центр с предложением, что мы будем проводить конкурс ресторанов, лучший ресторан города Душанбе, и что мы могли бы, в чем помочь. Я говорю, можем составить положение и можем составить критерии, по которым мы будем рассматривать эти рестораны. Они сказали, хорошо. Мы подготовили документы, положение подготовили и критерии, которые существуют в принципе для нормальной работы ресторана. Мы с Рустамом Асроровичем посоветовались, и мы выдали им эти документы. Значит, наше предложение было такое, что там где-то 50 обязательных таких критериев, и они должны обязательно присутствовать, прежде чем участвовать в этом конкурсе. И лучший ресторан вообще не искать в Душанбе. Лучшего ресторана не может быть, потому что там много номинаций мы предложили, 7 номинаций предложили. Лучший ресторан, скажем, по приготовлению национальной кухни. Лучший ресторан по культуре обслуживания. Лучший ресторан по интерьеру, по музыкальной программе. Лучший официант. Лучший повар, лучший администратор. Мы предложили вот эти. А потом, когда эти номинации, какой ресторан больше возьмет номинацию, он и будет лучший. А так искать лучшего ресторана просто так не получится. В общем, иногда наши взгляды совпадают, и оценки совпадают, иногда не совпадают. И, в общем, уже, считайте, с 2019 года мы начали, уже 5 лет, да, 5 лет, я недавно подготовил большую записку на имя председателя города, уважаемого Рустама Амвали, которым подвел итоги, то, что проходят эти конкурсы, и то, что как школа работала, как мы готовили обслуживающий персонал для
сферы гостеприимства, общественного питания, как мы готовили руководителей этих предприятий, на курсы назывались курсы переподготовки руководителей или повышения квалификации руководителей. И сказал, что нам надо обязательно один раз сесть, обговорить, и обязательно надо будет заслушать один раз, собрать общественность, те люди, которые связаны с законом, сесть и обсудить, как выполняется этот закон. Потому что он касается очень большой сферы обслуживания. Такой вопрос. Вы долго занимались строением государства, от глобального перешли в малое направление. Почему? Вы знаете, я всегда исхожу из того, где бы человек работал, он должен заниматься любимым делом. И даже вот ребятам и в университете, и на курсах, когда занятия провожу, говорю, занимайся то, что любишь, и люби, что делаешь. Без этого ничего не получится. Я представлю, Тыгын Баирович долго работал в госслужбу, наверное, вы сами не дадите соврать, вы были председателем комсомола, по-моему, и плюс... Нет, я был заместителем секретаря комитета комсомола Московского государственного университета. Да. И потом начал работать секретаря парткома университета. Я преподавал там, потом секретарем парткома университета избрали. Потом пригласили в ЦК. В ЦК начал с инструктора, дошел до советского времени до заведующего отделом ЦК партии, а потом уже секретарем ЦК. Можно сказать, это примерно почти руководитель государства. Нет, это разные совсем вещи. Вы опять-таки были управлением государства. В звене государственного управления партия была тогда главным звеном руководства государством, и я очень рад, что вот моя жизнь была связана с этим. Часто говорят, дошел туда, это так вот это просто, вы знаете, не так было просто идти на работу, эту партийную работу. Дальше всякую работу надо любить и добиваться в ней каких-то высот в ней. Я помню, когда первые годы только приехал в Таджикистан, меня пригласила дочка в школу. Говорит, папа, в школу пойдешь? Что такое? А там, говорит, всех родителей приглашают по очереди, чтобы они рассказали о себе, о своей работе и как нам можно было выбрать будущее свое. Я говорю, ладно, пойду. Пошел, значит, десятиклассники сидят, слушают. Я говорю, вот я рассказал им, что я, в общем, я не скажу, что я из столицы, а из Канибадама, да? Из Канибадама человек, который попал в МГУ на такую должность комсомольскую, и благодаря ей объездил весь Союз и возглавлял делегации за рубежом. Потом, говорит, вы вот сейчас вот пришли сюда и работаете преподавателем. А как вы всего этого достигли? Я говорю, давайте, взял мел, да, будем писать. Я проучился 7 лет в школе, 7 плюс 7. Потом я учился 4 года в техникуме, Средиземский политехникум, Чкаловский. 4 года, приплюсовали 4 года. После этого я пошел работать. Мне было 17,5 лет, а под землю не пускали работать. Сказали, работай геолого-разведочной экспедиции. Поработал там. Потом начал по специальности работать, и в свободное время я учился. Все-таки решил поступать дальше, заниматься. Пошел в вечернюю рабочую школу. Школа рабочей молодежи тогда очень были развиты. Мы занимались в школе. Закончили. Потом меня уже окончил школу, меня сразу подошло время, меня пригласили в армию, призвали в армию. Я прослужил там 3 года. И там, кстати, у меня оттуда и началась комсомольская деятельность моя. Меня избрали там секретарем комсомольской организации части, и это была офицерская должность. И по окончании службы мне сказали, в общем, давай дальше служить. Я говорю, а как дальше служить? Да вот, мы хотим тебя пригласить в военно-политическое училище. Я говорю, спасибо, я отдал свой долг, я не вижу себя военным. Потом через некоторое время сказали, мы тебе предлагаем высшую бронетанковую академию. Спасибо, говорю, в танковых войсках служил. Говорю, спасибо, я не думаю, почему ты говоришь спасибо? Офицеры рады туда. Тебя со средним специальным образованием, вот ты отслужил, мы тебя видим, мы рекомендуем. Командование рекомендует тебя. Я говорю, спасибо большое, но я не вижу себя на военной службе, я все-таки гражданский человек.
Потом пошел поступить в МГУ, там проучился, закончил аспирантуру. То есть я когда прочитал, мне было 48 лет, 24 года я учился. Они говорят, это еще нам после школы еще столько учиться надо. Ребята, если вы хотите достичь чего-то, надо учиться. Надо всю жизнь учиться. Надо всю жизнь учиться. Да и сейчас я думаете, иду сейчас к студентам, не занимаюсь, что ли? Я должен пролистать, что новое есть. Значит, сказать, да. Ресторанный бизнес – это как для вас, вы отрывались, вот как хобби, рыбалка. Это хобби. Это хобби, которое доставляет удовольствие. Вы можете сейчас нам сказать, нашим зрителям тоже сказать о том, что насколько было в Советском Союзе, мы там не так хорошо помним, вы были в верхах, насколько сервис был в то время лучше, чем сейчас, в процентном соотношении? Вы знаете, сервис в советское время был развит. Я не могу сказать в процентном соотношении, сервис был развит, потому что мало было этих предприятий. Ресторанов да, было. Ресторанов, гостиниц было мало. Но сервис был на высоком уровне. Да. И поэтому вот казалось бы, чем больше должно быть этих предприятий, тем должен быть выше уровень. У нас есть такая традиция у гостей просить подарок для наших подписчиков. Но я вот подумал, я хотел бы, чтобы от вас, я попросил бы, чтобы обучить вот в вашей школе одного управляющего, ну, как управляющего ресторана. Администратор, да. Да, как администратора в подарок. Как вы думаете? С удовольствием обучу, да. Но кроме того, у меня будет еще личный подарок для вас. Да? Это 2 учебных пособия, лично подпишу и вам дам. Мне лично? Лично вам. Большое спасибо, мне всегда приятно с вами говорить. Вы для меня всегда являетесь, вы, Рустам Асрорович, вы для меня являетесь наставниками. В 1985 году я бы даже не мечтал, что я с вами даже за одним столом буду сидеть. Благодарю, что вы пришли к нам. Я рад, что вы не пожалели свое драгоценное время. Спасибо вам, что пригласили. И вы понимаете, что для меня не меньше удовольствия встретиться с вами, потому что мы не первый раз встречаемся. И каждая встреча меня радует в том, что в этой сфере появляются люди, которые болеют за нее. Чем больше будет таких болельщиков, тем лучше будет для всех нас. Я с удовольствием думаю, что мы наше сотрудничество продолжим, и все-таки задачу сделать хорошую ассоциацию вместе с вами, она наша общая задача.